Ассаламу алейкум. 23 года назад, 4 сентября 1999 года, террористическая банда ФСБ и ГРУ взорвала свой первый жилой дом в городе Буйнакске. Тогда они убили 64 человека из семей военнослужащих, 23 из которых были дети. Затем русские террористы взорвали еще несколько домов в России, убив своих же русских. Обвинив в этом нас, чеченцев, они начали страшную войну против чеченцев, а затем и всех кавказцев. Дагестанцы, вы помните, как тысячи и тысячи ваших парней, которые сражались за свободу своего Дагестана, за свободу Кавказа, за свободу Чеченской республики Ичкерия. Затем, когда эти люди закончились, начали убивать тех, кто просто выражал свое несогласие с этой людоедской политикой Кремля. Тысячи и тысячи дагестанцев были посажены, тысячи убиты, выдавлены из страны. Мы это все прекрасно знаем, мы все это помним, дагестанцы. И вот, затем, после того, как, напившись нашей крови, окрепнув, запугав весь мир тем злодеянием, которое они творили на Кавказе, они начали войну потом в Грузии, затем в Сирии. Помните учения в Сирии? Как можно было такое вообще сказать? И как вообще россияне это могли протерпеть, расстреливая, бомбя больницы, школы, рынки, роддома? Русские террористы это называли учениями. Вот таким этапом они докатились до сегодняшнего состояния. Теперь они воюют против Украины. Их бандармия не может справиться с вооруженными силами Украины. Они сделали все. Обманная мобилизация была, скрытая мобилизация. За деньги так называемых дураков, добровольцев они набирали. В итоге собрали всех зэков, кто соглашался, кого нашли из дураков. Всех бомжей со всей России, со всех вокзалов. В итоге и это не помогло, и не поможет, потому что украинская армия очень сильно вооружена. Тысячи и тысячи, десятки тысяч добровольцев со всего мира едут помогать Украине. Ленд-лиз, который сейчас только 1 октября начнется, а оружие уже поставляется не по программе Ленд-лиз, а так. Причем самое современное оружие. Украину победить невозможно. Россия не может победить. Именно потому, что она не может победить, она хочет теперь завалить трупами Украину, нашими кавказскими трупами. Все первые, кто будут туда отправляться, они по большей части смертники. Эти все люди будут убиты. Дагестанские женщины, матери, сестры, кавказские женщины, матери. Мы смотрим на вас, вы нас воодушевляете. Спасибо вам, что вы сейчас выходите и боретесь за жизнь каждого из ваших сыновей, братьев, мужей. Каждый человек, который туда уйдет, фактически 100% погибнет или будет ранен. Нету никаких шансов победить. Уважаемые матери Дагестана, женщины Кавказа, женщины России, не спите, не ждите, пока первые трупы будут оттуда приходить. Они уже приходят. После этого эти трупы, даже вот, которые первые там погибали, эти трупы они сжигают, чтобы вы дома не узнали, что они погибли, или чтобы вы не стали протестовать по этому поводу. Рано или поздно, после того, как первые партии будут отправляться, они будут это скрывать, их гибель. Вторые партии, 100 тысяч, 200 тысяч, миллион. Перемолоть Украине вооружение, которые они противник друг друга даже не видят.
Снаряды прилетают за 70, за 80, за 100, за 150, за 300 километров. Вчера буквально поступило самое современное, мощное ракетное вооружение Украине. А какие дают оружие тем, кого сейчас они мобилизуют? Вы можете посмотреть в YouTube, видео полно, ржавые автоматы, нету одежды, нету касок, нет бронежилетов, ничего нет. Путину нужно просто продержаться. Каждый день, когда идет эта война, он живет. Он пытается заставить Зеленского, вооруженные силы Украины, пойти с ним на переговоры, чтобы не нести ответственность за те взрывы домов, за тот геноцид, который был по отношению дагестанцев, кавказцев, чеченцев, ингушей, кабардинцев и всех остальных. Банда ФСБ и ГРУ хотят сохранить свою власть и свои жизни, чтобы не отвечать по закону за те злодеяния, за те тяжкие преступления, которые они совершили. Матери Дагестана, мы вами очень гордимся. Вы делаете то, что сейчас нужно. Нужно всему миру, не просто нам всем, всему миру, весь мир на вас смотрит. Выходите, сжигайте военкоматы. Вчера русский герой Руслан Зинин, точнее сегодня утром русский герой Руслан Зинин застрелил военкома за то, что его друга отправляли в армию. На войну, не в армию, на войну, на смерть. И сказал, и крикнул: вы теперь не пойдете на войну, вы все свободны. Сам был задержан. Сжигайте военкоматы, перекрывайте улицы, сжигайте все документы военкомата, оказывайте сопротивление, мирное, ненасильственное пока. Перекрывайте улицы, дороги, бастуйте, пишите, звоните всем, вставайте все, весь Кавказ, пока я прошу, призываю это делать в первую очередь женщин, потому что мужчины не будут забирать на войну. Потому что им это будет повод сделать. Мы вами гордимся, женщины Кавказа. Выходите, спасайте наших сыновей, наших братьев. Меня зовут Арцуев Аслан, я правозащитник. Да пускай сопутствует нам удача, и пусть восторжествует справедливость. Всего самого хорошего, братья и сестры. Ади Кюэль, Маш Оэль.